Ребят. Ай. Ух. Поймал. Клюет, но не берет. Ага, есть контакт. Нормальный, крупный. Очень крупный. Выдержать нет леска хоть. Ну что, ребят, немножко я отдохнул. Без рюкзака, без ружья, без удочки. Посидел у костра, пообедал, почистил рыбу и дальше в путь. Сегодня до темна не буду рыбачить. Где-то еще часик-другой поброжу и буду возвращаться. Не знаю, удастся, нет кого-то еще поймать. Там 2 омута, вот, я еще знаю, хороших 2 омута. И еще потом опять вниз надо идти, очень далеко. Про этот поворот я совсем забыл. Опять зацепился, блин. Елка только вот, ух ты, ё-моё. Хороший такой омут здесь, а и елка вон свалилась. Следы бобров, наверное, тут. А, бобры ходили. Да. В прошлом году хороший хариус я ловил отсюда. 1 или 2. Одного точно ловил. Да, неудачно, конечно, елка свалилась. Совсем неудачно. Не бросить ничего, блин. Ах, так хочется. Ребят, так хочется вот. Хоть просто посмотреть, рыба есть или нету. Не, блесну оставлю. Да, жалко, очень жалко. И эта елка здесь и будет гнить, он не уплывет. Может, течением куда-то повернет, но, короче, все испортил. Омут такой хороший был, блин. Ребят. Ай. Ух. Поймал. К сожалению, вот этот момент... О, бля, зацепилась в глаза. В глаз попал крючок, вон. Самый процесс, когда он схватил, я не успел заснять, была выключена камера. Тут бобры, ребят. Тут бобры обитают. О, свежие зачесы. Может, в эту ночь даже выходили. Я думал, тут уже никого нету.
старые следы у бобров видел. Опа, подход. Вот еще. О, не крупный. Там, наверное, сперва покрупнее был. Там этот мелочь схватил. Ну, свежие следы. Проверяют что-то. Этот-то вообще наклонился вот туда. Может, и если свалит там, на речку все упадет. Не удивлюсь, если тут бобры, ребят. Вот вообще свежие. Возможно, тут хата у них. Вот тут большая волна была. И здесь, вон, свежий спуск, след. Они поднимаются на берег вот сюда. Возможно, ребят, очень даже возможно, вот тут у них хатка. Вот здесь где-то нора. Вход где-то вот тут. Я вон там был. Здесь была большая волна. Я подумал даже на утку. Да, это бобры тут. Вот тут они. Здесь они где-то, наверное, вон там березу они грызут. Здесь выход. Свежие следы, совсем свежие. Вот бы сюда фотоловушку. Ой, блин. 100% они попадут в кадр. Вот там тоже вот видно ели, деревья. Все истоптано тут у них. Блин, мелко. Вообще мелко тут. Что-то интерес вообще у меня начал пропадать к этой рыбалке. А тут кругом вырубали они. Вон там зачесы проверяли. Они хитрые, по ночам только выходят. Да, там живут. Там живут. Зимой тут я рыбачил. Между прочим, глубоко тут. Ну, тут последняя яма, еще чуть ниже одна яма. И выше вот на повороте еще вторая. 2 ямы еще проверю. И все, шабаш. Буду идти по дороге. Манить рябчиков. Тут уже все выловили. Тут охотники уже ходят. Сегодня даже стреляли, я слышал. Тут, ребят, совсем не покидаешь. О, что творится. Вот такая картина. Ветра нету, течения нету. Листва сухая. И она покрыла весь водоем.
спиннинг не покидаешь. Ладно, еще спущусь. Один омут. Яму проверю. И пойдем на дорогу. Тут тоже Майдан. И бобры, и люди. Вон, смотрите. Что творится. Площадка такая, блин. Ладно. Еще тут, ребят, порыбачу. И все. На сегодня шабаш. Там зимой тулан чуть под лед не ушел. Хотя я тут проверял, как сказать, камерой. О, есть. И рыбы вообще не было. Опа. Мелочи. Тоже мелкие. Отпускаю я его. Вон он. Тоже зимой вот эти два омута яму проверили, крайние. Мы снизу пришли. На лыжах ходили. Кроме этого нам никого нету тут. Одиношенький. Тоже слышал, что где бобры живут, бобры рыб тоже гоняют. Вон там все истоптано. Уток нету. Между прочим, сегодня ни одну утку не видел. В прошлом году уток много было. И... ну как много? Вон, всплеск какой хороший. И был, как сказать, в нескольких местах. Удавалось даже добывать, не успевал даже стрелять. Вот такие моменты были. Вон хариус идет. Не, наверное, здесь поплавком надо попробовать. Хариуса видел? Там вроде тоже идет. А, трава. Здесь трава. Ну, не крупные тут. Наверное, все крупное уже выловили. Это верховье, никто не ходит. Потому что там трудная дорога и также для рыбалки места не так много. А чем ниже идти, тем больше мест для рыбалки. О, хорошо попал. Именно вот где всплеск был. О, есть. Да, крупный. Хорошо. Ох, блин. Так хорошо шел, блин. Прям я чувствовал эту рыбу. Крупный был. Вот видишь, как все вышло. Листва путает, блин. Опять зацепилась вот. Вон там всплеск. Да, тут я, ребят, порыбачу еще. Сейчас надо все снять. Это веса у меня. Так.
Надо поплавков, может, попробовать. Напоследок на сегодня. Опа, кто-то подходил снова 2 раза. Да, тоже не мелкий. Не мелкий. И почему зимой тут рыбы не было, не понимаю. Зимой в этой яме не зимуют, что ли, они? Клюет, но не берет. Ага, есть контакт. Нормальный, крупный. Очень крупный. Удержать нет леска хоть. Вот это да. Ай, наконец-то хоть более-менее рыбу поймала. За сегодня вот первая такая вот крупная рыба. Думал, леску порвет. У меня леска не очень. Вон он. Красавчик. Опа! Уйдет. Честно, ребят, я вообще не ожидал. Я никогда в этой яме никого и не ловил. Не помню. А в этом году здесь, оказывается, рыба есть. Вот такие дела. Где не ожидаешь, там поймаешь. Есть. Угу, тоже нормальный. Хороший. Ух. Блин, ушел. Тоже крупный был. Есть. Опачки. Хороший. Ух. Ой. Чуть не ушел. Отпускаю, ребят. Что-то показалось, как будто он крупный, а нет. Отпускаю. Ой. Но, как сказать, клеванул, конечно. Думал, там покрупнее рыба. Зацеп хороший. Ай, блядь. Есть. Смотри, как ведет. Хороший. Опачки. Вот этого берем. Он уже хариус. Опа. Это уже хариус. Мелкого отпустили. Красавчик такой. Ребят, последний заброс. Все. Покидал. Поймал 3 штуки рыбы. 2 крупных. И всплесков больше не стало. Ничего. Или на дно легли рыба. Или может эти и были только. Да вообще я во-первых, рад, что я поймал здесь рыбу. 2 штуки крупных. И во-вторых, я удивлен тому, что здесь обычно ничего не ловится. Сегодня вон как повезло. Да и хватит на сегодня. Сейчас я соберу все. Снасти. Уберу удочку. Спиннинг. И уже пойдем к мотоциклу.
Как вы знаете, спиннинг у меня китайский, компактный, двухметровый. Как видели, можно рыбачить, как сказать, и блесной, и также можно рыбачить на поплавочную снасть. Закидывать можно примерно 15-20 метров. Смотря какой груз потом. Все это дело. По себе там можно настроить удочку. Все, ребят, я собрался. Только остается отблагодарить эту таежную речку, что дала нам очередной раз немножко рыбы. Не скажу, что много. Меньше, чем в прошлом году наловил в этом сезоне. Но все равно большое тебе спасибо, таежная река. Ладно, буду идти. Сейчас по просеке. Здесь получается квартальная просека, наверное. Вот тут в упор уже недалеко. Время 3 часа. Хотел до 5 вечера рыбачить, уже под фонариком возвращаться. Но не стоит этого. Пойду обратно. Да и надо, как сказать, не буду лишнее говорить. Ладно, все, пошли. Ну вот я поймал просеку, вон она. Немножко, конечно, тут навалило ветром деревья, но просеку я увидел. Здесь уже каждый сезон я бываю, а в верховье реже поднимаю счет. Где в этом году было, наверное, 2 года туда уже не поднимался. Да и там делать особо нечего. Что-то я расстроился немножко. Такую даль идешь и, не стоит того, что... Смотрите, какое, ребят, осина какая. Представьте, сколько дров. Даже не представляете, какое оно большое. Просто огромное. Если вот ухватиться, вот мне вот, если я вот рядом стану, вот смотрите, такая мощь. Просто он огромный. На манок вообще не реагирует. Ну, немножко есть рябчики. Не скажу, что тайга голый. Живность какая-то есть. Лосей, медведей нету. Крупной птицы тоже не видел. Только рябчики. Ну все. Вышел на вырубку. Там свистит. Думаю, бесполезно. Нет, не пойду. О, Лёшка. Тут медведь лежал. Царапал, наверное, вот тут тоже он. Да, вон он. Сейчас сниму, покажу. Вон он. Мех. Это у медведя. Царапался вон тут. Ну и Лёшка, видно же, сразу видно, что он тут лежал. Лежал или просто он топтался тут, трет себе там. Выбрал дерево вот тут.
даже не увидел. Где-то на дереве, наверное, был. Я просто шел, вдруг услышал. Остановился, начал смотреть. Думал внизу, когда он так пикает, так обычно на земле. А он где-то на дереве был. Взлетел, улетел, даже не видел. Тишина. Где-то гуси. И мое сердцебиение, наверное, слышно на камеру даже. А так гробовая тишина. Полный штиль. Такой подъем. Кругом делянка. Вот тут тоже отвели делянку. Вот спуск. И там уже деляночный столб. Там, короче, за этим сырым местом другой берег. Все подготовили для вырубки. Ладно. Так, иду, болтаю. Иду медленно, спокойно. Хорошо идти. Прохладно, безветренно, блин. Вчера вообще такое штормило. Очень сильный ветер был. Сегодня спокойно. Где-то 50 лет назад нам тут вырубали лес. Вот это все уже новый лес вырос, а так как бы старые вырубки, пни стоят вон там. Кругом пни. Синицы только не спят. Знаете, вот сейчас вот я вам снимаю вот все это, показываю, снимаю. И если сравнить с весной, когда весной вечером снимаю, кругом птицы, всю ночь птицы поют, не умолкают. И вот сейчас уже близко к зиме дело, поздняя осень уже. Лес умолкает, тишина становится. И уже сейчас перелетные южные птицы уже улетают. Немножко чуть-чуть грустно. Весной какая-то вот надежда. Жизнь просыпается, жизнь тайги, все это. А сейчас вроде спокойно, красиво, но в то же время немножко грустно. Потому что долгая зима идет. Длинная зима. Кто-то там шуршит. Мыши, наверное. Может, белка. Кроме них никого и нету. Да, кто-то бегает там. Но шорох от мышей даже слышно. Громкий. Потому что все сухая. Листва сухая.
Позади второй подъем. Фух. Ну и финишная прямая. Вот так она выглядит. Там вдали наш мотоцикл. Можно было до сюда доехать. Но я решил пройтись в надежде увидеть больше рябчиков. Да и бывает, я там выхожу к мотоциклу. А редко когда, нереально, чтобы до сюда рыбачить, это даже об этом не думать. Если до сюда рыбачить, еще нужно минимум 7 часов. А я сегодня на самое верховье сходил. Вот так. Тут получается, если от мотоцикла чуть выше, там изба. В прошлом году я там снимал для вас, показывал возле костра там. Сидел на ночь, чай кипятил даже. Кофе 3 в одном пил. Сейчас там 2 охотника. Реально сейчас они там находятся. Они на охоте. Рыбачат, охотятся, отдыхают. И я в тех местах лишний. Туда я не пойду. Их тревожить не стану. Пусть спокойно охотятся, рыбачат. Вот. Может, в будущем году, если все нормально будет, в этом месте буду рыбачить. В этом году на самое верховье сходил. А в будущем году можно в этих местах попробовать. Пораньше приехать. Это сейчас уже, считай, начало октября. Сегодня 27 сентября. Через несколько дней уже октябрь начинается. Вот. Фух. Ну, я немножко уже устал даже. Ноги немножко устали. Колени устали. Рюкзак. Когда вот такие дальние расстояния ходишь, тоже как бы вес хоть минимальный, не знаю сколько там, 3-4 килограмма, 4 килограмма наверное, точно есть, может больше чуть-чуть. И вот в дальних расстояниях он становится тяжелым. Не знаю, как 50 килограммов тащут. Что-то мне не верится, что-то вот есть охотники там, ведут походы 40 килограмм, хвалятся там 40 килограмм, 50 килограмм. И говорят, скажем, 20 килограмм 20 километров прошли. Блин, нереально как-то. Если где я хожу по такой тайге, это нереально. Если по такой дороге, да, возможно. Да и то, 20 километров, 40 килограмм рюкзаком, это очень тяжело. Ладно, иду. А, птица, я думал, рябчик.
Ну вот, ребят, наконец-то я возле мотоцикла. Мотоцикл Восход, который у меня купил, наверное, в 96-м году. До сих пор на ходу, с полоборота заводится. Всю зиму не заводил. А сейчас вот сегодня он снова, как бы, мы с ним поездки. Сейчас я допью чай с термоса. Ну и я уж поеду. Не буду больше снимать. О сегодняшнем походе что я могу сказать, ребят? Было интересно. Сходил в верховье Таежной реки. Рыбы, конечно, наловил меньше, чем в прошлом году. Дичь, только один рябчик удалось добыть. Уток не было вообще. Следов крупных зверей, животных тоже не было. Погода вообще шикарная. Такой погоды вообще никогда не было осенью, чтобы начало октября и везде все сухо, воды нету, ни лужи, ничего. Вообще все здорово. Сегодня чуть пораньше уедем. Но и хватило нам достаточно. В прошлом году в темноте я, ну обычно по темноте я возвращаюсь. А сегодня достаточно. Вот так. Короче, я собираюсь и едем. А вам большое спасибо за ваши просмотры. Ждите новые фильмы. Сейчас, возможно, еще будет один поход на первую избу. Ну и по возможности, если все хорошо будет, съездим на вторую. Но заранее ничего обещать не могу. Мир сошел с ума. Непонятно, что будет завтра. И о дальнейшем лучше пока промолчать. Одним словом, все как будет, будете видеть, что я буду снимать. А на сегодня все. Всем пока и будьте здоровы. Спасибо вам за просмотры еще раз. До новых встреч. Пока-пока.